По легенде, в центре города была совершена авария с наездом на пешехода. Наряд спасателей выдвинулся на место происшествия на специализированном авто. У каждого сотрудника свои определенные обязанности. Все проходит максимально командно и слаженно. Да, давайте врача, там скорую вызывайте. Определив степень и тяжесть происшествия, спасатели накладывают жгуты, проникают в авто, срезают крышу и двери, чтобы максимально быстро и качественно оказать первую помощь пострадавшим. Все приближено к реальной ситуации, вплоть до массовки и очевидцев. За ходом следят эксперты аттестационной комиссии. 10 человек сегодня подтверждают звание спасатель международного класса. Те ребята, которые приехали подтверждать свою квалификацию, они в профессии уже не один десяток лет, и поэтому я ни на секунду не сомневался в их квалификации, в их профессионализме и физической подготовке. Поэтому я считаю, что все квалификационные испытания они прошли на отлично и подтвердили свою классную квалификацию. Подтверждают квалификацию сегодня спасатели из различных регионов. Представитель пожарно-спасательного отряда Дагестана Магомед Джабраилов – международник с 2008 года. Он, как опытный спасатель, уже много раз проходил аттестацию и подтверждал звание международника. Однако Магомед признается, каждый раз экзамен сдавать чрезвычайно сложно. Эти мероприятия организовывают профессионалы, тоже имеющие прямое отношение к спасательному делу, сами тоже международники, эксперты, судьи. И поэтому говорить о том, что здесь может быть что-то просто, об этом говорить не приходится. То есть в каждой аттестации присутствуют достаточно сложные задачи, которые нужно решать. Они разнообразные. Представитель Карачаево-Черкесии Александр Цепковский также посвятил работе в МЧС больше 20 лет. Звание спасатель международного класса подтверждает с 1998 года. Ветеран, как и все, проходит аттестацию каждые 3 года. Сегодня он также в команде. В первом практическом задании требовалось соблюдать порядок действий. Время не учитывалось. Необходимо было произвести сортировку пострадавших до момента их деблокирования. Наиболее тяжелым была оказана помощь еще до того момента, когда они были извлечены из автомобиля. Использовался гидравлический инструмент. И у ребят непроизвольная вводная получилась, которую, я считаю, с достоинством справились. При отказе одного инструмента они быстренько смогли поменять его на другое. Всего ребятам предстоит 3 практических выезда для полной аттестации. Локализовать дорожно-транспортное происшествие, выезд и оказание спецпомощи в условиях лесного массива, а также на переправе вблизи водоема. Накануне проходили теоретическую часть под надзором аттестационной комиссии. Межведомственная комиссия, туда ходит не только МЧС России, туда и Минтранспорт, и железнодорожные, потом есть представители центрального аппарата МЧС России. В общем, с их слов, все теоретическую часть прошли. В общем, никаких проблем нет. Единственное, осталось вот сегодня практическая часть пройти. И они уже после этого комиссия решит подтверждать или же отказывать аттестации спасателя международного класса. Процент спасенных жизней благодаря доблестным спасателям в России один из лучших в мире. Уровень подготовки и аттестации сотрудников позволяет нашим парням спасать тысячи людей не только в стране, но и по всему миру, на деле подтверждая высший класс международника. Идрис Ижиев, Сулейман Костоев, Новости 24.